После очередного поступившего вопроса о состоянии Абдуль-Джалиля Афанди, о его якобы болезни и неспособности принимать и обучать муридов, и в целом из-за участившихся разговоров и слухов о недееспособности устаза пришлось обратиться к самому шейху, чтобы мюриды услышали ответ из его уст. Вы уже в преклонном возрасте, вы болеете и вам тяжело. Вас просят оставить свою работу из сожаления к вам. Что вы на это скажете? Я скажу, что я знаю, что на данный момент я могу проводить работу. Если придет такое время, что я не смогу этого делать, я оставлю свою работу сам. Далее вашему вниманию предоставляется письменное завещание, написанное Абдуль-Джалилем Афанди. Копии этого документа были розданы ученым-алимам и мюридам еще в 2009 году, как будто бы предвидя сегодняшние события. При желании их можно сверить и убедиться в подлинности написанного. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи роббил алямин, вассалату вассаламу аля Саидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Я, Умаханов Абдуль-Джалиль, заявляю следующее. Дом, в котором я проживаю по вышеуказанному адресу и принадлежит мне на праве собственности, я объявляю объектом вакфу. Это означает следующее. Никто не может его ни продать, ни покупать, ни присвоить себе, ни дарить и так далее. Мои родственники об этом предупреждены. Если я умру скоропостижно, жена освободит дом в течение 2 недель. Если из-за стойкой утраты трудоспособности я не смогу выполнить функции приема мюридов, я освобождаю этот дом и перехожу на другое место жительства. В обоих случаях в этот дом может переселиться другой шейх со своей семьей для проведения работы с мюридами. Когда его постигнет такая же участь, как и меня, он и его семья обязаны освободить дом для переселения в него уже следующего шейха и так далее. Один Аллах знает, до какого времени. Пока Саид Афанди, кадасаллаху сираху, будет живой, будет руководить этим процессом. После него оставшиеся в живых шейхи и тарикатская община мюридов города Буйнакск. Это все написано в состоянии полного здоровья и ясного сознания. 25 мая 2009 год. Абдуль-Джалиль Умаханов. Большая просьба к тем, кто распространяет подобного рода неподтвержденные слухи: побойтесь Всевышнего Аллаха, ибо за каждое слово нам отвечать перед Создателем. Просим у Аллаха крепкого телесного и духовного здоровья нашему шейху и устазу. Амин.